Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. До конца зимы что исполнится, что поменяется, что случится на благо вам и что судьба для вас приготовила. Загадайте, пожалуйста, на себя, на события до конца зимы, так и скажите. Пусть тайное станет явным, пусть все мне откроется. И пусть нужная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Случайности не случайны. Если вы оказались на этом гадании, значит оно будет про вас. Ну что, давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, прорветесь. У вас цифра 19. Смотрите, над головой единичка и девятка. Цифра 19. 19 число. Но я так понимаю, следующего месяца, а у кого-то через 19 дней. Что-то случится такое, чего либо никогда не было, либо вы не ждете, либо в принципе ничего не предвещало. Лодка плывет, прорывается. Ангелы. Ангел справа, ангел слева. Может, даже какое-то чудесное событие произойдет. У кого-то отыграется, что это вы прорветесь, вырветесь из этой пучины проблем, своего наконец-таки добьетесь. А у кого-то отыграется, что к вам кто-то пробьется, кто не мог, кого не пускали, либо были какие-то запреты, блоки. Ну вот по цифре 19. Единица и девятка. Единица — новое начало, девятка — карма, судьба, разрушение, обновление, достичь, получить по справедливости. Даже если сложить, все равно будет единичка, новое начало, царица, царская цифра, номер 1. Вам суждено стать номером 1. Либо тот самый единственный, любимый, нужный вам человек таки сможет это сделать, прорвется, пробьется, и вы будете вместе. Но и ангелы помогают. 2 ангела. Либо у вас от рождения 2 ангела, либо один ангел — это ангел-хранитель, Богом данный, а второй ангел — это ваш хранитель рода. Дух вашего рода самый сильнейший, кто вас оберегает, кто вас защищает. Но то, что вот лодка еще и плывет в правильном направлении, еще и по центру, это очень сильно, это очень символично. И пока другие люди тонут в этой воде, вы плывете по воде, у вас нет ни препятствий, ни проблем. Кстати, вот показаны тонущие люди, возможно, это те, кто вам мешал, это те, кто пытался противодействовать вам, либо те, кто создавали вам эти помехи. Вот они тонут, а вы плывете. Но либо человек вам плывет, прорывается. Цифра 19. Запомните эту цифру. Возможно, даже сама по себе эта цифра будет для вас счастливой цифрой. А также 19 число следующего месяца и через 19 дней. Да, интересно. Если будет желание, 19 февраля, либо через 19 дней напишите в комментариях, что у вас случилось, что произошло. Дальше, мои хорошие. Большая рыба ключ несет. Это прям чудесно. Особенно для тех, у кого проблемы с деньгами, проблемы с заработками, либо проблемы на работе, в поиске работы. Рыба сама по себе символизирует деньги. А ключ — это то, что открывает вам дорогу к деньгам. Открывает дорогу к большим возможностям, к высоким доходам, к хорошей такой работе, где вас и ценят, и уважают, и плюс достойную оплату вам дают. Смотрите, сама рыба, вот ее хвост, вот ее тело, ключ несет вам. А вы на берегу сидите. Вы же даже ничего не делаете. Вы просто сидите на берегу, она подплывает, ключ вам, выплевывает, говорит: бери, открывай. Все готово, все случилось. Тут вы, конечно, знатно удивитесь. Но с другой стороны, если в этом ваша судьба,
Чего удивляться? Так на роду было написано. Возможно, вы должны были пройти испытания. Испытания в поиске работы, испытания в том, чтобы пробиться, да, карьеру сделать, испытания с деньгами связанные. Вы должны были это пройти, это часть вашего пути, вы его прошли, пожалуйста. Рыба сама приплыла и ключ вам дала. Ну, нормально, законно, вполне себе. То есть в судьбе разное бывает. Иногда такие судьбы у людей витиеватые, что даже в фантастическом фильме не покажут. Да? Сидишь и думаешь, что как такое может быть. Да? Ну, прям чувство реальности теряется. Вот и у вас показана рыба, которая сама вам ключ несет. Дальше, мои хорошие. Вот здесь пара людей с хвостами. Ну, вы как две рыбы, да? Но рыбы, которые не как бы горизонтально плавают, а вертикально. Пара. Женщина впереди, мужчина позади. Мужчина женщину защищает, потому что в спину летят какие-то осколки, щепки, камни. Мелкие, конечно, но летят. Здесь мужчина защищает любимую женщину. Возможно, сейчас это не так. Либо у вас нет такого мужчины, который бы вас защитил, либо вы мужчина, у которого нет женщины, которую нужно защищать. Но здесь вот прям такая пара, между вами мостик. И ваш путь, общий путь, он расширяется. То есть, опять же, расширение — это больше возможностей, это больше вариантов, это более благодатная жизнь не идет. Правильная позиция, да? Вот когда в паре все правильно, сама судьба улыбается, сама судьба все дороги открывает. То есть так и должно быть, что мужчина защищает женщину. И когда это условие соблюдается, да, этой паре все дороги открыты. Очень хороший знак. Дальше. Здесь у вас какая-то странная... Я не знаю, как это назвать, потому что тело ослика, шея жирафа, а голова вообще единорога. Но это какое-то создание, да? Назовем это создание. А как по-другому сказать? И не осел, и не жираф, и не единорог. Это какая-то смесь, помесь. Но у вас это создание за спиной. Но единороги, они что, мечты исполняют? Они чудеса творят, да? Они волшебные, это мифическое создание. Длинная шея жирафа говорит о замедлениях, затруднениях, о том, что такого долго не было, либо такое долго не происходило. А тело ослика говорит о том, что упрямство, тяжелый труд, несгибаемость, да? Вот нет такого, что сдается человек. Человек упрямый, он действует так, как ему сердце подсказывает, то есть даст свои результаты. Вы, несмотря на то, что шея у жирафа длинная, мечту свою исполните. Либо сама судьба скажет: Господи, да, она заслужила. Она так долго и много работала. Она так долго, либо он так долго к этому шел. Да кто я такая, чтобы не исполнить мечту, да? Но вот со спины у вас это происходит. В самый неожиданный момент до конца зимы у вас мечта исполнится. Мечта, о которой вы долго мечтали, либо желание, о котором долго мечтали. Очень много для этого сделали, но у вас не было ни единого шанса на исполнение. Вот сама судьба вам подарит. Да, исполнится. Мне идет, что исполнится. Еще, мои хорошие, я вижу двух людей, которые перед вами согнулись. Чувство вины, скорее всего, их так согнуло перед вами. Ну и чувство самосохранения. Они вас боятся. Они вас боятся, пытаются заслужить ваше внимание, выпросить ваше прощение, потому что от этого зависит, как будто бы их жизнь и будущее зависит. Над ними какая-то хищная птица крылья расставила, готова их склевать заживо. И вот они перед вами спины гнут, раскаиваются, понятное дело, но все равно боятся, что вы откажете, да, либо не станете слушать, что эта птица их склюет. Но, возможно, эта птица возмездия за ними прилетит. Какие-то недоброжелатели, либо враги, либо обидчики приползут, и именно от вас будет зависеть, жить или получить наказание, кару получить. Вот как будто бы вы решаете, да, как будто бы нити ихних судеб у вас в руках. Вы можете их разорвать, вы можете из них косичку сплести, да, завязать бантик, а можете спасти, вытащить этих людей.
Да, они попадут от вас в зависимость, причем в самую, что ни на есть, прямую зависимость. Вы будете решать, что с ними будет. Да, поэтому и спины гнут, поэтому и боятся так сильно. Не поздоровится, явно не поздоровится. Дальше, мои хорошие, что-то ненужное пустым окажется. Допустим, да, вы чего-то хотите, но это для вас не полезно, либо это пустая трата времени, либо это просто ни о чем, какая-то обманка. Здесь легкое разочарование и в то же время понимание, да, что надо к себе прислушиваться. Скорее всего, вы действуете, смотря на других людей, и думаете, что да, мне тоже это надо. А кажется, что вам это вовсе и не надо. Это вообще никому не надо. Это обман и заблуждение. Опыт. Да, вы получите опыт. Я не вижу, чтобы вы сильно расстроились, хотя вам будет жалко потраченного времени. Да, что-то окажется абсолютно пустым, вот как этот шарик, да, надутый гелием. Он сдувается и превращается в такую маленькую тряпочку, да, лоскуточек. Скажете, вот потратила время, больше не буду на других смотреть, буду жить именно своими чувствами, настроением и желанием. Вот прям даже себе какую-то клятву дадите. Дальше. Вижу, что вы в какого-то человека вкладываетесь и вкладывались раньше. А человек вам даже за это спасибо не говорил. Либо наоборот понукал вас и говорил, надо больше, да? Ты экономишь на мне, ты мало времени мне уделяешь, давай больше. Смотрите, у этого человека такие метаморфозы произойдут. Не могу сказать, чем это вызвано, а может это какой-то критический момент, но человек буквально меняется у вас на глазах, трансформируется у вас на глазах, и там, где был холод и пустота, либо какое-то надменное такое хамское поведение, даже какая-то нежность идет, забота, нежность. Почему-то этот человек очень сильно будет бояться вас, не знаю, потерять, лишиться вас, либо бояться, что вы, например, разочаруетесь в этом человеке, от него, от нее откажетесь. То есть просто не узнаете. Совершенно другое отношение, другое обращение, и к этому еще нужно будет привыкнуть. Ну да, к хорошему привыкаешь быстро, но все равно какая-то осторожность с вашей стороны, я ее вижу. А может быть, это ваш партнер, которого вы тащили на себе, и вы такая думаете, ну все, достал, я его брошу, хватит с меня этих чемоданов и без ручки, и на сломанных колесиках. И вот он это почувствует, ну либо как-то услышит, узнает о вашем настроении, бросится вам ноги и начнет вести себя как шелковый. Да. А может быть и что-то другое. Все-таки вы разные, это отсыпка общая. Но вижу, что все-таки то, что вложили, оно даст результат. Вот, даст результат. Это были не пустые траты, не пустые вложения, а все-таки результат придет. Если честно, вы как-то настороженно ко всему этому будете относиться, но с другой стороны, да, к хорошему быстро привыкаешь. Дальше вижу, что с какой-то женщиной пересекутся ваши дороги. А женщина такая, вот знаете, как ракета пробивная, деловая, активная. У нее в руках семерки. Она этими семерками, ну, буквально жонглирует. И то, что ваши дороги пересекутся, это как возможность, которую дарит вам судьба. Потому что эта женщина очень многому вас научит, подскажет, расскажет, откроет глаза, где-то подтолкнет, где-то наоборот остудит ваш пыл. Вы буквально впитываете все то, что она вам дает. И даже вижу, что у вас что-то совместное будет, да, какая-то совместная деятельность, либо объединение усилий ради какой-то единой цели. Это прекрасное время, где вы обучаетесь, где вы растете, где вы развиваетесь, ну и где вы буквально напитываетесь очень положительной энергетикой и знаниями. С этой женщиной вам, конечно, легко будет даваться то, что не давалось, там, не знаю, годами, десятилетиями. А вот благодаря ей, либо в объединении усилий, вы очень многого добьетесь в очень короткий срок. Ну вот, говорит, сам Бог послал, да? Есть же такое высказывание. Вот и вам пошлют такую женщину. Причем мужчина и женщина одинаково предсказания. Дальше, мои хорошие. Какая-то система, схема, что-то разрушено будет.
Причем так быстро разрушится, что даже никто не успеет испугаться. Вот как рухнет, да? Какой-то колосс рухнет. И все такие, ничего себе, как так случилось? Что-то, что устарело, заржавело и что людям мешало, вот оно рухнет. Просто секундой рухнет, и пыль останется, да? В крошку разобьется. Это для всех людей очень хороший знак. Не только для вас, но и для всех других людей. Просто замечательно. Много разговоров будет по этому поводу. И то, что рухнуло, разрушено, вот как-то люди буквально на следующий день уже результат ощутят. Первые результаты пойдут. Как что-то застаревшее, заскорузлое, оно рушится, рассыпается. Дальше, до конца зимы. Очень приятное предложение, крайне редкое предложение, и вам оно идет прямо в руки. Ну, буквально вам кто-то как скажет, либо напишет, либо лично обратится. Предложение больше мне, знаете, касается чего? Работы, смены места жительства. И еще у кого-то отыграется предложение вот с чем-то профессиональным связано. Обучение, реализация, может даже с вашей стороны наставничество. Предложение, которое само идет в руки, и предложение, которое может очень здорово отыграться в вашей судьбе. Но опять же, вас никто не заставляет, да, и заставить вас не могут. Вы либо принимаете, соглашаетесь, либо вы говорите, ну нет, как бы я не хочу, да, меня это не интересует. Но тут буквально лучше, конечно, согласиться. Даже если вот вы живете и вас все устраивает, а вам предлагают классный вариант по жилью, тоже, наверное, стоит согласиться. То же самое там с работой. Вроде работа, вы привыкли, коллектив, там все уже знаете, как рыба в воде плаваете, а вам, например, там с конкурирующей фирмы предлагают хорошее место, там с большей зарплатой, с лучшими условиями, да, лучше согласиться. Такие предложения просто так не приходят. Опять же, у нас, ну, не в конце, конечно, зимы, где-то 17-го, по-моему, или 18-го, этот китайский Новый год начинается, год лошади, красной, огненной. Возможно, таки да, это тот шанс, который вы так долго ждали, и его просто нельзя упустить, нельзя. В Новый год, да, на новом месте, либо на новом рабочем месте все будет по-другому. Дальше. Мир, примирение, восстановление, но на ваших условиях. Какие-то условия будут. С кем вы поссорились, с кем у вас конфликт. Я вижу, что человек буквально вымаливает, выпрашивает помириться, да? Человек готов пойти на все, лишь бы выйти из конфликта. Вам, в принципе, неплохо, да? Вы не сильно там страдаете, а вот человек без вас очень сильно страдает. Пойдет на любые уступки, на любые условия, лишь бы с вами помириться. Если человек перед вами виноват, либо вас сильно обидел, тут вы можете отыграться по полной. А если вы, опять же, не сильно заинтересованы в восстановлении отношений, но вам жаль этого человека, можете какие-то свои условия придумать. Поверьте, человек сделает все, в лепешку разобьется, лишь бы с вами опять быть в мирных отношениях. Побыл без вас человек, да, без вас плохо, без вас неприятно. И человек готов идти на все, лишь бы снова войти в ваш близкий круг. Дальше. Вижу, что к вам какое-то добро вернется. Вы где-то добрый поступок поступили, либо с кем-то очень себя по-доброму повели. И это добро вам вернется. И вернется оно вам в каком-то двойном, тройном размере. И даже если вы не захотите брать, то человек найдет такой путь, найдет такую дорогу, да, чтобы все-таки вас отблагодарить. Человек не то чтобы не хочет быть перед вами в долгу, нет, человеку очень важно тоже вам сделать добро. Потому что вы угодили этому человеку. Может, никто не помогал, а вы помогли. И человек такой думает, нет, вот ее, либо его я точно должен отблагодарить. Так, что у вас еще поменяется? Кто-то с вашей спины слазит, на ножки становится, рядом с вами теперь идет. Может быть, дети, да, дети, которыми вы опекались, кому вы помогали, самостоятельными становятся, либо учатся
заботиться о себе. Ну, у кого-то в прямом смысле слова, да, возможно, маленький ребенок, который, не мог ходить, не умел ходить, вы носили на руках, а тут раз встанет и пойдет, да, уже чуть-чуть полегче будет. Ну, это прям как бы очень прямая отсылка. У кого-то, может, и в переносном смысле слова, да, там кто-то болел, вы ухаживали за человеком. Да, человек встает и начинает сам уже за собой ухаживать, и вам уже полегче стало. Для вас это очень радостное событие на самом деле. Нет, вам не тяжело было носить, либо не тяжело было ухаживать, но просто вы переживали. Ну а когда человек сам встает и идет, конечно, это приятно. Дальше вижу, что к вам щедра будет госпожа Фортуна. Но щедра она будет только в правильные моменты. Сейчас объясню, о чем речь. Допустим, если вы думаете, сейчас пойду куплю лотерейные билеты и выиграю, нет, такого не будет. А вот если вы где-то нуждаетесь, чтобы вам вот там в работе, в делах каких-то улыбнулась удача, да, там будет к вам фортуна щедра. Либо там хороший человек вам встретился, да, который не обидит, подскажет, поможет, либо там куда-то успеть, либо еще что-то сделать. Вот там фортуна будет очень щедрой. Там, где не надо, нет, там даже не зовите и не думайте. Хороший знак. Очень-очень хороший. Так, еще я вижу, что застой. Застой, как лед, начинает ломаться. Прям такой звук какой-то, да, вот скрежет идет. Где у вас был застой? В чем у вас был застой? Прям оледенение какое-то было. Это даже не застой, это заморозка полная. Лед начнет трещать, ломаться, крошиться. И это еще не само событие, это предтеча этого события, да, к хорошим переменам. Перемены, наверное, будут позже, может весной, может летом. Но лед начнет рушиться именно до конца зимы. И вы понимаете, что не все потеряно, что надежда есть, что просто, да, нужно ждать момента, когда лед тронется, да, и он тронется, я вам говорю. Не до конца зимы. До конца зимы он начнет разрушаться, да, вот, раскалываться. А само движение произойдет чуть попозже. Но оно произойдет. И я вижу, что вы довольны, вы наблюдаете, вы понимаете, что да, не все потеряно, все еще будет. И неплохо будет. Дальше смотрите. Маленький такой слоник сидит, хобот маленький вверх поднял и смотрит на какую-то огромную птицу. На какого-то орла. Орел как 3 слона. И просто проглотить может в один момент. Но тем не менее, слон такой уверенный в себе. Хобот поднял, говорит, давай денег, да, либо давай выполняй свои обязательства. Обычно такими орлами показывают систему, госсистему, госорганизации. Скорее всего, вы что-то свое потребуете. Может быть, у вас есть право на какие-то субсидии, льготы, компенсации, еще на что-то. Вот вы потребуете, и орел просто прижат к стенке, деваться некуда, и какие-то выплаты либо вам одобрят, либо уже конкретно будете получать. Но больше, конечно, похоже, что вы добьетесь, вам одобрят, а сами выплаты уже чуть позже пойдут. Да, слоник такой говорит, мне расти надо, да, мне нужно хорошо и правильно питаться, сбалансированно, давай деньги. И орел такой, тыкс-брыкс, а куда деваться? Надо. Больше похоже, что добьетесь. Еще. Кольцо. В нем человек. Очень похоже, что это именно кольцо для вас. Кольцо будет вам, я так понимаю, преподнесено, подарено. Может быть, сами себе купите. Подарок сделаете. Может быть, это кольцо даже какое-то вот с историей, да, в семье, либо вашей, либо в семье вашего любимого человека. Вы в нем находитесь, вот в кольце, в защите, да, закольцованность, никто не пробьется. Да, какой-то, может быть, артефакт в виде кольца, который будет давать вам защиту. А может быть, вы свое кольцо зарядите, либо заговорите на то, чтобы оно вас защищало и вас оберегало. Но здесь, вот видите, именно в кольце стоит человек. Такой необычный знак. Защита. Вы обретаете защиту, дополнительную, например, защиту обретаете. Либо вам кто-то подарит эту защиту.
Дальше показана какая-то поездка такая запоминающаяся. Поездка в компании с другими людьми. Люди могут быть как и знакомые, да, вы едете вместе, а может быть и незнакомые, просто все вместе окажетесь в одном и том же транспорте, либо в одном и том же месте в один и тот же час. Поездка. Но кто будет рядом, вот вы все друг друга называете везунчиками, счастливчиками, даже если вы не знакомы. Но если знакомы, то прям памятный день для всех, для вас. В хорошем смысле слова, не в плохом, в очень хорошем смысле слова. Знаете, вот идет почему-то мне избранность, да? Люди избранные. Вы так про себя и скажете. Ну, подумайте 100% так про себя. Но и другие тоже это осознают. Что в этой поездке, либо куда эта поездка, может вообще в отпуск поедете, вы горячую путевку купите и поедете. Все сидят, мерзнут, работают, а вы отдыхаете где-нибудь, где солнце теплое. Ну, может быть и другое что-то. Может быть, вас куда-то пригласят. И пригласят не одну, да, то есть не один вы соискатель, еще другие люди будут. Но люди как избранные мне идут. Потому что вы все в одно и то же время в одном месте находитесь. Дорог у вас, кстати, много, но вот это какая-то особенная. Ни на что на другое не похожая. Прям выделяется в вашей судьбе. Дальше. Вот здесь закрытая дверь. Дверь, в которую все стучат, хотят войти, но как будто бы никого не пускают. Да? Вот никого нет дома, дверь закрыта, никто не может войти. Но эта дверь, она все-таки открывается. Но открывается то ли в какое-то особое время, то ли только лишь каким-то определенным людям. Вы знаете, либо вы кого-то найдете, ну, либо так случится, что вас кто-то в эту дверь проведет. Да, вот это про связи, про контакты, про нужных людей. Мне вот идет, что человек вот рядом, и этот человек то ли ключ имеет от этой двери, либо этот человек туда вхож. Да, и человек вас просто за компанию проведет. И от того, как вы войдете в эту дверь, очень многое зависит. То есть можно зайти туда, просочившись, да, либо там выбив эту дверь, а можно войти как почетный гость в сопровождении, да, кого-то. Вот мне идет, что вы в сопровождении входите. Но за этой дверью очень много всего важного и интересного. Такого, чего раньше вы не видели, о чем не знали, что было вам, не то чтобы недоступно. Если человек не знает, то он об этом и не думает, да, вот как неведанное что-то за этой дверью находится. Может, в прямом смысле слова. Допуск в какой-то закрытый клуб, допуск к каким-то, не знаю, там, суперчиновникам, решающим судьбы людей, распоряжающийся судьбами людьми. Может быть, это дверь в знание, либо высший какой-то эшелон. Но в любом случае вы разберетесь. Вы точно разберетесь. Вот видите, вот все хотят попасть, но не все представляют, что там внутри находится. А вы туда войдете в сопровождении нужного человека, как почетный гость. То есть со всеми вытекающими. Хороший знак. Там за этой дверью точно вот вижу корону, вижу жезл, вижу глобус и цветы какие-то необычные. Но это все эти атрибуты власти, каких-то нереальных возможностей. Ой, что будет, вот-вот-вот, дай Бог, пусть все войдут и все свое получат. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.